Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Правительство России выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Великий пост начался у православных христиан. Дзюдоисты сборной Якутии выиграли 6 медалей на первенстве Дальнего Востока. Бейджинговые карты «Алмаз Эргейнбанка» работают без ограничений. Карты Visa и MasterCard будут работать только внутри России. Эти две крупнейшие международные платежные системы объявили о приостановке всех операций в России. В ближайшие дни все карты на Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, временно перестанут работать за пределами нашей страны. Однако все карты «Алмаз Эргейнбанка» внутри России продолжают работать в полном объеме. Приостановка операций по картам Visa и MasterCard не распространяется на территорию РФ, так как все платежи осуществляются через отечественную систему НСПК и не зависят от иностранных платежных систем. Также продолжают свою работу в обычном режиме, в том числе за границей, бейджинговые карты «Алмаз Эргейнбанка». Такие карты выпускаются сразу на основе двух платежных систем – МИР и GCB и принимаются в ряде зарубежных стран. 6 миллиардов рублей выделили на поддержку льготных кредитов для бизнеса. Правительство России выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса в текущих экономических условиях. Речь о программе кредитования, которая была запущена для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях экономики. Максимальный срок кредита – 1 год, максимальный размер ставки – 3%. Главное условие предоставления кредита – сохранение компании 90% рабочих мест. Кроме того, дополнительно 12 миллиардов рублей направят на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники. В Кабмине уточнили, что более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг. В Якутске в эти дни проходит традиционная ярмарка подарков, приуроченная к Международному женскому дню. В этом году специальные места на ярмарке выделили для самозанятых. Людям, которые имеют свой небольшой бизнес, предоставили площадку, на которой они могут реализовать свои товары. С 1 июля 2020 года закон о самозанятых распространяется и на Якутию. Для предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, существуют особые налоговые платежи. Кроме того, самозанятый может совмещать основную работу и дополнительную. В нашей республике в статусе самозанятых на сегодняшний день находится более 11 тысяч человек. Почему я стала самозанятой, решила стать самозанятой? Потому что людям уже за 50 лет в наше сложное время очень сложно стало найти работу. И начинала я с дополнительного дохода. Раньше делала брелоки, госномер авто называются. И постепенно как-то я начала вливаться в эту сферу предпринимательства. Мне понравилось, стала задумываться, как мне стать предпринимателем, поэтому я решила чем-то заняться. Коневоды и Стас Юряха намерены накормить мясом жителей Мирнинского района. Не бесплатно, конечно. Энтузиасты будут продавать жеребятину. Разведением скота местная команда занимается 3 года. Сельскохозяйственный кооператив «Сандалы» создали в 2019 году. Сегодня здесь содержат 60 лошадей. Чтобы обеспечивать местной продукцией весь район, нужно еще 140 голов, говорят мужчины. В прошлом году кооперативщики продавали мясо в ТАСС Юряхе, Мирном и Алмазном. Из-за лесных пожаров не успели заготовить корм для лошадей. При поддержке нефтяных компаний закупили 50 тонн сена в Сунтарском районе, поэтому перезимовали без потерь. Сегодня заниматься коневодством очень тяжело. У нас местность болотистая, поэтому зимой только на буране ездим. И не хватает запчастей и горючего. Все покупаем за свои средства. Некоторые запчасти покупаем за субсидии. С районным управлением сельского хозяйства сотрудничаем. Хотелось бы побольше поддержки. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в республике госпитализировали 35 человек с коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Якутии выявлено 795 случаев COVID-19, из них госпитализировано 35 человек. Всего в данное время лечение в стационарах получают 10% больных, в амбулаторных условиях 90%. Также за прошедшие сутки в республике от коронавируса выздоровели 15 человек.
Между тем, назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше, чем планировалось. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он отметил, что до 17 марта провакцинируют добровольцев. По этим результатам будет написан отчет, на основе которого Минздрав решит, регистрировать вакцину или нет. Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса в октябре 2021 года. У 104 добровольцев, на которых проводится эксперимент, никаких осложнений и побочных реакций нет. Пенсионерка из Якутска дважды стала жертвой лжеинвесторов. 76-летняя жительница столицы республики, желая заработать на инвестиционных проектах, попалась на уловки дистанционных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. В течение месяца лжеинвесторы убедили потерпевшую перечислить деньги для якобы покупки криптовалют и акций. Пенсионерка осознала, что попалась на мошенническую схему только тогда, когда не смогла вывести свои деньги. Вскоре пенсионерка в интернете увидела рекламу о возврате утерянных финансов, для чего ей необходимо было заплатить 100 тысяч рублей. Потерпевшая через банкомат перевела всю указанную сумму на продиктованный номер карты и стала ждать. Когда обещанного чуда не произошло, пожилая женщина обратилась в полицию, пишет пресс-служба. В Хангаласском Улусе состоялась реконструкция последнего боя Нестора Каландрашвили. В масштабном мероприятии приняли участие около 100 человек с оружием и обмундированием 1922 года. Подробнее в следующем сюжете. Памятное мероприятие было посвящено столетию образования Якутской АССР и одному из трагических событий кровопролитной и братоубийственной гражданской войны. По словам организаторов, в сегодняшнем мероприятии принимают участие не только общественные организации, но и любители военной истории со многих районов Якутии. Принимает участие у нас отделение Российского военно-исторического общества города Якутска, Намское отделение, Хангаласское и Алданского района. Это историческое событие, вот как раз засада, в которой погиб Каландрашвили вместе с сопровождающими его людьми. Вот, она является ключевым таким моментом. Имя Каландрашвили известно многим якутянам. Профессиональный военный в январе 1922 года с отрядом выехал на ликвидацию якутских повстанцев. Он попал в засаду на Хахсыцкой протоке и был убит в 33 километрах от Якутска. Участники и организаторы мероприятия отметили значимость реконструкции для сохранения исторической памяти. В советское время в память об этом дне устраивался лыжный пробег и был установлен памятник. Инициаторы и участники сегодняшней реконструкции планируют провести ряд мероприятий, посвященных событиям гражданской войны в районах республики в течение целого года. Галина Кутугутова, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Сегодня у православных христиан начинается самый длинный и строгий Великий пост. В течение 40 дней верующие должны воздерживаться от употребления белковой пищи – молока, яиц, мяса и рыбы. Но для жителей Севера в пищевом уставе сделано послабление и разрешено употреблять в пищу рыбу. Но все же предпочтение в эти дни отдается крупам, овощам и фруктам. Кроме того, в этот период принято воздерживаться от посещения увеселительных заведений, проведения торжеств и праздников. В храмах в эти дни проходят особые службы. Великий пост – это один из двух периодов подготовки к одному из главных праздников – празднику Великой Пасхи. Великий пост – это время более глубокой молитвы. В эти дни в храмах идут особые, ни на что не похожие службы. Вот, например, с сегодняшнего дня и до четверга по вечерам в храмах, вот в Преображенском соборе в 18:00 совершается чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. А в воскресенье в ближайшее, первая неделя Великого Поста заканчивается, воскресенье называется торжество православия. Вот в этот день совершается особый чин торжества православия. В канун 8 марта Советом пенсионеров Алданского района была организована выставка, посвященная Году Матери. В своих произведениях алданские рукодельницы отразили степень мастерства и многогранность творчества. К прекрасному прикоснулись и наши коллеги.
Елизавета Федотова много лет отдала геологии, затем стала мастером скорняжного дела. Она шила шапки и унты. Выйдя на пенсию, Елизавета Петровна переквалифицировалась. Теперь мастерица изготавливает обереги и якутские сувениры. Больше на подарки. А подарки всем очень нравятся. Потому что у всех холодильники есть. Машина-то может быть и не у всех, а холодильники-то у всех. Свои шедевры Елизавета Петровна представила на выставке, организованной Советом пенсионеров Алданского района. Выставка посвящена объявленному в Якутии Году матери. Галина Алексеевна Гоцман вяжет одежду для всей семьи. Оригинальные салфетки, накидки и кофточки для малышей составляют малую часть изделий мастерицы. Есть у меня одна только правнучка, остальные все правнуки, но у меня все они тоже эти, как теплые такие штанишечки и рубашки, все, варежки, детские перчаточки, вот все вот вязала. В руках другой рукодельницы получили вторую жизнь посадские платки, доставшиеся мастерице еще от бабушек. Рукавички из них получаются на удивление мягкими и теплыми. А в последнее время Валентина Васильевна Орлова увлеклась новым направлением творчества. Ну, передалось дочери, вязание передала, вот варежки, там шитье, это уже дочь делает, вяжет, шьет. Сейчас увлекаюсь уже мозаикой. Выставка алданских мастериц-умелец разместилась будто в волшебном саду, в отблеске и сиянии цветов и деревьев из бисера. Елена Береснева занимается плетением много лет. Особенным и неповторимым у рукодельницы получается каждый шедевр. Творческий процесс для Елены Сергеевны не бывает трудным, а вот на этапе выбора материала сложности вполне возможны. Вот, например, бисер или акриловые бусинки, их надо выписывать обязательно, чтобы были на самом деле качественные. И чтобы, когда человеку подарил, они у него долго стояли, не тускнели, и чтобы его радовало это. Помимо бисероплетения, Елена Береснева изготавливает оригинальные украшения. Брошки, браслеты и кольца мастерица стремится делать не только красивыми, но и функциональными. Отдельное место в коллекции Елены Сергеевны занимают изделия с символикой Великой Победы. В произведениях алданских рукодельниц отражена степень мастерства и многогранность творчества. Им только дай идею. У каждого своя фантазия, каждый что-то подсказывает, каждый что-то делает. И знаете, и вот совместно, вот со совместной фантазией и получается что-то очень красивое, хорошее и радует душу. Мастерицы могут работать над несколькими изделиями одновременно, наполняя каждое свое произведение особыми чувствами и эмоциями. Счет завершенным работам рукодельницы не ведут и с удовольствием дарят изделия друзьям и близким. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. И в завершении выпуска новости спорта. По итогам первенства ДФО по дзюдо у сборной Якутии 5 путевок. 6 марта в Южно-Сахалинске завершилось первенство Дальнего Востока по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Якутские спортсмены стали обладателями 6 медалей соревнований. В соревнованиях Дальневосточного федерального округа, который уже в 3-й раз подряд принимала Сахалинская область, приняли участие представители 9 регионов. Спортсмены сборной республики выиграли по итогам финалов 6 медалей. Все финалисты получили право выступить на первенстве России. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале.